Сергей Витальевич, доброе утро. Доброе утро, ребята. Ну что, 6 утра проснулись. Вчера всю ночь херачил дождь, всю ночь, зараза. Он что-то на час прекратился и потом опять, что-то опять, короче, вот так. 6 утра, 7 час. Вроде как без дождя, ветерок, ветрено. Спали хорошо. Серега-то вообще изумительно с 8. Я до 12, ребят, бодался. 12 часов даже. Думал, последнюю проверку сделаю и тоже отдыхать, потому что, ну, что-то дождь херачит, блин, выходить тоже, блин, как-то. Я понимаю, что сейчас нальем, рыбалка должна быть. Ну что, вчера 3 штучки мы там, 3 хвостика-то видели. Подлещик там что-то. В общем, не знаю, может еще с ночью что-то сейчас на донках висит, конечно. Не знаю, сейчас проверю. Ну, в общем, что, встаем, завтрак, дела по кордону, все остальное. Серела? Нет. Лайфхак, ребята. Готовим сковородки завтрак. Короче, по-быстрому решили лапшички завернуть. Ломай. Не, зачем? Я длину люблю. А? Длину люблю. И тушеночки туда. Нормально. Я правда не знаю, зачем Серега взял бич-пакеты с собой. Я на рыбалку не беру такое дело. Готовим же все-таки. Ладно, раздали. Что ты же знаешь, что там этот. Все. Сейчас сюда приправчиков зафигачим. Такая, ребята, жижа будет у нас. Правда, сейчас еще тушеночки туда Сергей Витальевич бомбанет. Это будет быстро, дешево и сердито. И вкусно, наверное. А что нет-то, конечно, вкусно. Перебрались на улицу. Дождь успокоился. В палатке все равно как-то не то пальто. Когда сидишь, перед тобой река, другое дело. Скоро зима, скоро залезем в палатку. Пока денечки осенние, надо наслаждаться. Да, Сергей Витальевич? Да, точно. Сейчас это туда сразу, ребята, мы. А потом водичка выкипит. И останутся макарошки у нас. О, оставь эту пепельницу. Вот тебе и пепельница, да. Решили пока, ребят, лапшичка у нас запаривается. Перепроверить быстренько. Ну как перепроверить? Я крючки хочу поднять. Потому что понту нету, сейчас насаживать. Будем надеяться, что найдем сегодня мы миножку. И зарядим все это дело. Подыму чисто. Червей будем экономить на ночь. Вон кто клюет. А? Густерки клюют, видишь? Ну оставь, пусть сидит. Да зачем она мучается? Щука подойдет к берегу. Как? Хватит? Густера вот это она и жрет. Не понял. Что за хрень? Что это? Смотри, возле берега, Серега. Смотри, туда завело, блин, рыба. Прикинь. Ага. И в корягах, блин. На лодке заплывать. На лодке попробуем достать, да. Ты смотри, оттуда сюда ушел, блин. Да. И в коряге, блин. Хрена себе, это что за там таймень, блин?
Да, вон тут в корягах. Вот дела, ребята, видали? 150 груз, блин. Оттуда сюда. Да. Это что за хрень, блин? Вот дела, блин. Оттуда тут течение еще бьет. Нормально. Это сюда ушел и в корягу заперло, блин. Ё-моё, что за там кит, блин? Да, на лодке сейчас подплывем, посмотрим. Вот это страсти, ребята. Просто почти вся донка и к берегу, и в корягах там. Рыба там, не знаю, кто такая. Может, какая-то гусечка взяла, щука здоровая, хапнула и поперла. Может такое быть, вон такая же. Да. Клюнула маленькая. У нас лапшичка что? Сейчас поедем в сетку посмотрим и заодно донку посмотрим. Сначала завтра. Листопад, ребята. Все, осень. Серега, листопад пошел. Да. Лист пошел. Ну все, ребята, завтракаем китайской лапши и вперед. Вот сковородки. Я, кстати, сковородки, видишь, взял с большими бортами. Ну, вообще, так-то удобно. Можно и пельмени сварить, даже и уху можно на одного сделать. Так что, кушаем. Ладно, погреемся. Полточка, Ниссанчик. Давай-ка, Серега, посмотрим. Че, он тут прям? Там, да, где-то? О, блин, нифига себе. Это как так, блин, сюда занесло, блин? Ё-моё. Жестко, да? Жесть, блин. Давай. Да, он где-то здесь. Руку только не оторви, не порежь. Не, да. Рви. Что делать? Тут и глубины-то вроде как особо-то нету, блин. Блин, да как так-то получилось, блин, ё-моё. Вон эта ветка, блин. А? Вон ветка, блин. За ветку. Вот эта ветка. Вон береза, смотри, ходуном ходит. Блин. Приехали к сеточкам. Матросики. 30-ка у нас. Маленькая сеточка, финка. Придется через голову его. Колючки. Хорошо перелся как.
плотненько. Опа. О, сразу Еще один, да? бодряк. Смотри, какие кабанчики толстые. Тоже придется, наверное, через голову, потому что сетка не под такую рыбу, ребятки. Сейчас вроде тут на одной протащим, наверное. Стоять, стоять. Чолбанчик. На дне взял, блин. А? На дне взял. Да. Вон там еще один окунярик. Видишь, 30-ку, блин. А вот 45-ка, вот она молчит. Рыба не та, блин. Рыба не та. Рыба не та. Что-то ты от травы отдаляешься. Так я сейчас немножко был натяжечку дам, чтобы подтянуть. Лавки-то. Видишь, он все-таки лучше возле травы стоит, блин. А? Возле травы стоит, лучше гуляет рыбка. Возле травы. Тихо, она сюда пошла под нас. Пошла под нас. Прибыли на базу, ребята. Ну чё, 4 окуня. Ну, кушки, конечно, хорошие. Вон какие калачики. Щучка небольшая попалась. Короче, рыба не ходит, ребята. Рыбка не ходит. Да? На кордоне, ребята, порядок. Ну, короче, вот поставили 45-ку. Я думаю, так, мало ли там на подножный корм что-нибудь поймаем, ну, рыбы покушать. Вообще ни одной рыбки. А вот 30-ка, вот, пожалуйста, работает. Вот чуть-чуть ячья, ну, хотя окуни такие 45-шные, скажем. Ну, они бы и в 45-ку бы попались. Потому что через жабры вытаскивал. Ну, она маленькая, вдоль травы стояла. Вот, походу, окунь, щука там вся в траве. Ну, ни другой рыбы никакой нету, ни плотвы, ничего. Рыба не ходит, не активная. Ладно, пойдем мы проверим. Посмотрим, как по миногам. Надо кабануть миножки. Миножник есть, так что посмотрим. Ну, хоть дождя нету, ребята. Вчера погода загнала нас в палатку, вообще жесть. Сегодня хоть так, порядок. Ветерок, конечно, но ничего страшного. Так, ребят, ну что, попробуем ковырнуть. В общем, пойдем вверх по течению, чтобы муть утаскивала и видно было кочки. Вот такое приспособление у нас есть. Да, Сергей, покажу. Это простая вила, ребят, согнутая. Вот с такой рукояткой. Когда вода холодная. Ну-ка, Серый, продемонстрирую, как это делается. Вот, допустим, кочка. И вот цепляется. И вот таким макаром достается. Ну и опять же смотрится. Вот 2 штуки, Сергей Витальевич. Вот, ребята. Вот такая наживка. Ведро у нас маленькое. Кстати, ночью улетело, получается. Вот, давай, Серег, дальше. Здесь шиповник по всему берегу. И вот плохо, конечно, доставать. О, еще одна, Сергей Витальевич, присутствует.
Вот она. Вода холодная, немного неактивна как бы. И вот вон еще одна хорошая, причем Сергей Витальевич. Смотри какая Да. мамка. Ну не мамка, конечно. Но факт в том, то, что вот два копа небольшие, 4 штучки. Значит, кочка хорошая. Бывало такие, ребят, моменты, что и с одной кочки можно надыбать. Хорошо. О, шевельнулась. Вон она, Сергей Витальевич. Пятая. Да, слушай, надо было нам вчера с тобой вечером не полениться, да? А я что тебе говорил? А в прошлом году помнишь, как это, блин, долго это мучились? Вот там, блядь, ни хера не было. А здесь тогда же, помнишь, мы с Илюхой в воде много ли пошевелились, а помнишь, когда скоро приволокли? Да. Давай, Серега, сюда. Ты на меня не смотри. Ты кидай, работай. Я потом сменю тебе. Я закидаю, ты потом... Не то. Да. Не то ковырнул. Есть там что-то еще, нет? Вроде нет. Не знаю. Ну вот, чтобы муть уходила, ребят, по течению, надо вот вверх подниматься. О! Что-то похожее. Не, все равно песок. Вот она более синюю глину, ребят, любит. Такой вот. Трава, чтобы была, вот корни вот такие. А вот в таком песке, вот в таком, она не живет. Это Серега сбоку. Вон, Серега, с края, попробуй. Ага. О, 11. Вот опять, ребята, прошли там. Не было. Еще одну нашли. Маленькая кочка вроде. Есть личинка. Вон, малышка. Такая. Ну, мы ее отпустим. Такая не пойдет. Ходовой размер вот такой, ребят, идет. Ну, радует, что есть. В этом году воды нету. Так можно работать. А вот вода бы прибыла. Кочки бы залила все свежие. Еще одна. О, смотри, какая, Серега. Ага, Считай, ну что я же сказал, считай. Что, 13? Считаешь, да? Ну, если там, говорю, 11. Давай, убирай корни эти. Вон она, тут была. Хвост торчал. Не, где-то... Вон она, Серега. Ага, Нормал. Опа. попал. Давай еще цепани такой же кустик. О, еще одна, Серега, еще одна. Вижу. Опа. Есть. Замечательно. Ой. Опа. Опа. Мимо. Мимо. Сергей Витальевич, мимо. Так, попали. Отличный результат, ребята. Что там, Серый, 3 кочки, да, буквально, да? Ну там плюс-минус. Да. Че, мы штук 25, ребят, 30 взяли. Вообще великолепно. Вот сейчас вот эту уже наживку можно ставить днем спокойно и уже не заморачиваться и не париться, что какая-то мелочь объест. А если уже зазвенит, то уже все, или ясь, или окунь, или щука. Налим. Ну, в общем, весь хищник, ребята, уважает эту наживку. Я думаю, немножко будет по-другому все, посложнее. А в этом году вот все как классно. Все прям под берегом. Можно было даже вот руками в роднях залезть и набрать. Отлично. Сейчас пойдем ставить, и Серега хочет погулять, что-то там грибов посмотреть. Да, Жареных. грибочков надо посмотреть. Жареных грибов хочет. Что, Андрей Викторович, ну что будем грибы-то собирать? Ну что, ребята, вот теперь
можно и насадиться. Классно, все по плану. Давай, Сергей Витальевич, Давай. одну какую-нибудь. Ну, в общем, что, ребята, берем. Так, какую-нибудь вот такую. Я обычно вот так беру, песочком в руку делаю, чтобы можно было держать, потому что зверюга такая. Обязательно надрываем губу, потому что без этого она зароется. Вот так, раз, половиним. И вот тут под хвостик, прям на прокол. Главное, кровь не идет, значит насадка правильная. А под водой, ребята, вот такое чудо происходит. Вот она работает, она очень мощная, крепкая, ну, такая прям, выдержка у нее хорошая. Она может 2-3 дня вот так на крючке болтаться и как бы привлекать хищника. Ну, естественно, если хищник проходит, мимо не пройдет. Единственное, то, что вот сейчас днем могут окуня потрепать. Ну, решили забросить. Погнали. Аккуратненько. Раз. Все. И все. Теперь уже все, ребят. Теперь классно. Сейчас мастер-класс покажет. Да, без очков-то он тебе покажет. Да. Давай, давай. Я вот не вижу. Я тебе говорю, вот песочком вот так сделай руку. Ага. Потому что тяжело взять такую штуку. Губу надрывай, только без фанатизма тоже. О, молодец. И под спиночку. Вот видишь, там как бы есть у него черная полоса и белая. Вот под черненькую насаживай. Палец себе не насади, Сергей Витальевич. Без очков, я понимаю, не видишь нифига. Ну а прикинь, этот спиннинг зазвенит. Считай, твоя рыба. Дай помогу, Серега. Сжимать как бы тоже ее сильно не надо мучить. Угу. Видишь, она уже такая, блин. Очухалась. Молодец, Серега. Ну, другое дело, согласись. Короче, ребят, зарядили мы все на миножку. Отлично. Поедем, короче, посмотрим грибочков. Серега хочет жареных грибов. Я-то поел уже грибочков, конечно. Гоняем на Серегиной, так как я лавку вторую не взял, блин, под вечер. Давай, Сергей. В общем, там борик, ребят, на той стороне небольшой. Там дорога идет. Посмотрим там вдоль дорожки. Какой-нибудь ассорти найдем что-нибудь, какой-нибудь красноголовик, маховичок. Посмотрим. Смотрите, ребят, какая цепурка, блин, вылезла. Вот эта цепура. И что, какая она длинная. Ух, она длиннющая, блин. Серый, смотри. Вот эта цепочка, блин. Я думаю, что у вас тут, блядь? Что за пристань, Пойдем, я буду. Вылезешь? О, тут овраг, конечно, блин. Берег такой жесткий. Вот тут, Серега, да? Классно кайфовать, смотри. Вот это вид, конечно. Да. Да, ребят, смотрите. Очень красиво. Ладно, что? Кто первый найдет, Твои тапки. тот и наливает. Поганка белая. Серый подберезовик, да? Нам сгодится. Сгодится. Вон второй. Второй. Давай соберем таких. Вон еще третий серый. Ага, вижу. На жареху, ребят, собрать. Чисто так, вкус гриба. Понятно, что как бы не по бору гуляем. В этом году, кто смотрел, блин, вот так вообще охота тихая была.
Мухоморчики вон стоят. Еще стоят. Так что нам чисто так, ребят, ассорти. Есть мясо, кусок у меня. Вот надо его сделать. И как бы добавим вкус гриба. Будет как типа жульена. Правда, ни сметана, ничего, сливок, ничего такого нету. Даже майонеза. Серега говорит: Андрюха, хочу грибов. О! А вот эта тема, братское сердце. А вот эта тема, ребята. О, какой красноголовик. Говорю, найдем. Что-нибудь да найдем. На жарежку. Вот это, ребята, уже пойдет. Сергей Витальевич, смотри, какие малыши. Думаешь, живая она? О, красавцы. Только вышли, смотри, Сергей Витальевич. О. Да я говорю, вон еще, смотри, малыш. Такого тоже забирай. Будем делать деликатес. Солнышко попадает, и вот маслята, ребят. Ну, мы по дорожке так идем сбоку немножко. Почистим, пленочку все уберем. Под шляпку режь, под шляпку. Маслят. Прям под шляпку режь. Мухоморчики. Ну, сейчас заодно сходим там. Кордон посмотрим у Васьки. Здесь недалеко кордончик. Как тут обстановка сейчас? Волнушка, ребята. А тут вроде беленькие стоят. Да, беленькие луговички. У нас будет вообще крутая сборная солянки. Серег, беленькие? Да. И вон маслята еще маленькие. Тоже собери их. Вон они, ребят. Видите, только пруд. Беленькие. Да, Хорошо. луговички. Вон еще маслят. Собери. Вон еще, Серега. Ага. Вон. Мухоморы, как в сказке. Прямо на дороге, ребят. Ну, мы дошли вон до кордона. Тут недалечко. Кордончик. Все нормально. Две беседочки здесь. Кордончик. Костровище здесь. Шикарно. Вот такой умывальничек здесь. Молодцы. Сделали. О, Красавец. красавец. Ну-ка дай перо. О, шикарно. Держи. Ну все, ребят, идем обратно. Так, мы чуть-чуть возле дороги погуляли. Что мы там? Красноголовичков, пару беленьких, немножко маслят, подберезовики. Короче, ассорти. Ну, вкусно получится. Сейчас зажарим. Нормально. Добрались, ребят, до лагеря. В общем, что у нас получилось, Серега? Ну, жареха будет, да, нормально. Вот такие красоголовички, маслята. Серега заниматься будет грибами, а я мяско, ребят, порубаю. Пожарим. Сейчас сделаем типа как жульенчика. Погодка-то, друзья, разыгралась. Шикарно стала погодка. И это радует. Вот что можно вот так посидеть на улице, ребят. Поготовить вкусняшек. У нас сейчас обед как раз. Приготовим, ребята. Вот собрали грибов, блин. Ну круто, что, скажите, круто. А вечером уже и рыбка у нас будет. Да, Сергей Витальевич? Отдыхаем, ребят. Просто, я не знаю. Ну так и надо отдыхать, мне кажется. Когда Андрей Викторович считал, что если по песочкам на плавную сеточку пройти?
Чего сделать? Сеткой пройти по... О, беленькие, ребята. Беленькие. Да, вон тут, Андрюх. Понял? Беленький, это вообще для души. Ну, это луговые, это не боровики, Серега. Ну, какая разница. Белый он есть белый. Белый он в Африке белый. Ну да. Наливаем побольше маслица. Побольше. Вот так вот. И сейчас все будем зажаривать. Опа. Сначала грибочки. Сегодня мы их не отвариваем. Просто сразу будем зажаривать. Потом лучка, потом мясо. И все будет великолепно. Мяско филюшка у нас. Надо готовить, ребята. Так как испортится потом, блин. Жалко. Опять же, короче, будем балдеть. Аристократничать без гарнира. Да, Сергей Витальевич? Гарнир, грибы, Да? снова мясо. Ну. Кстати, нож от Русберга. Енисейка. Выручалочка моя. Что, хватит грибов или еще? Что там много еще? Порядочно. О, пошел мяско, Серега. Сейчас будет. Вот это будет вкусняха, Сергей Витальевич. Ну все, ребята. Курочка с грибочками готова. Чесночочки с лучком. Сергей Витальевич, ну-ка давай пробуй. Посмотрим сейчас, что скажешь. Сначала травишься или потом? Давай. Бомбезно. Огонь. Приятного аппетита. Да. Приятного аппетита. Вот такой обед, ребят, у нас. Так что-то решили вот. Серега захотел грибов, что. Ну а что, курица есть как бы. Ну решили вот совместить. Сделать так в Сочи. Приятно, приятно с полезным. Погода, ребята, вообще великолепно. Правда ветер, но, блин, все равно круто. Вчера мы, конечно, тут погибали. Масленок пошел, Серега, да? Ну-ка. Отлично, да? Свеженькие-то. Только росли, уже зажарили. Не отходя от кассы. Давайте, ребята, ваше здоровье. За хорошую погоду, за осень, за трофеев. Ну, вообще, за сезон уходящего. Уходящего, да. Трофеев пока еще нет, но За надеемся. рыбалку. За рыбалку, ребята. Сергей Витальевич, давай. Будем.
Пообедавшие ребята, принято решение. Съездим, да, Сергей Витальевич? Конечно. Попробуем окунька посмотреть. Серега привел столько приманок. Я вообще, ребят, не брал. Я же вам сказал, то, что я ночной житель. Я ночной. Ну что, надо съездить. Смотрите, погода какая, ребята. Съездим, сгоняем сейчас. Вон на 9,9 сгоняем. Прокатимся. Ну, посмотрим сейчас что. Правда, сидушку я, ребят, не взял. Убрал сидушку. Ну, потому что один гоняю. Вещи, не вещи. Ну, как бы она мне кому-то не нужна. Блин, придется на Сереге, наверное, сгонять. А так-то все шикарно. О, шикарный строй. 2.10. И получается у нас 10-30. 10.30. О, вот это я возьму, серый. Я это попробую. Все, я на отводной пойду. Давай, готовь. Второй заряжай. Пойдем сгоняем. Немножко хочу показать, ребята, как вчера обустроились. Короче, пол я не расстилал, хотя пол здесь есть. Летний вариант. Печурочка. Вчера чай кипятили. Так вот, кучу вещей постелили. И вот, в общем, 2 спальника вот так и спали. Столик. Здесь заряжаюсь немножко. Короче, так, беспредельно, но ну, зато со вкусом. Сами знаете, что ну, заскочили, скажем так, и особо так вчера быстро-быстро сюда закидали. Ну, здесь продукты, фонарики, котелки, тут все дела. Короче, снасти. Ну, чисто этот угол так забарахлили. А так, да, в Алтае, ребят, шикарно. Шикарно вообще. Серега тоже, говорит, кайфую. Говорит, Андрюх, в твоей палатке, блин, вообще. Да здрасте, блин. Собрали пару спиннингов. Ну, в Сереге, кстати, хорошие, ребят, палочки на самом деле. Вот у Серого вот такая катушка такая, смотрю, 12+1, нифига. Хорошенькая. И вот, в общем, Серый дал мне вот такую. Только единственный момент, Сергей Витальевич, надо катушку перевязать, рукоятку на другую сторону. Я этим вообще не умею. Сюда нападай. Сделай, пожалуйста. На там? Да. Сколько? Нет, сюда. В эту Нет, сторону. я говорю, по швику, сколько она там? На этом я не знаю. Я вот хочу посмотреть. Вон где-то на шпуле должно быть. Нет, на катушке 4+1. Угу. Ну, тата у тебя вообще лютая, блин. Заметили, ребят? Ходит, блин. Ладно, что, сейчас поедем, попробуем. Там коряжник классный. Вот туда хочу съездить. Сгоняем с Серегой. Якорь у нас есть. Вон у нас такой трак. Возьмем вкусной резины. Там у Сереги где-то коробка где-то была. Потом покажу. Ну, попробуем. Я на отводной там что-нибудь такое замутим, да, Серега? О, Андрюшка, сходи-ка в палатку. А она в палатке, эта коробка. С резиной-то которая? Да. Ну. Вертушки бесполезняк, да? Без. Все на дне, Сергей Витальевич. 100%. Давай. Ладно, что, прокатимся, ребят. Там коряжничек хорошенький. Смотрите, какая погода, да, Сергей Витальевич? Просто песня. Ну, Просто песня. Он будет подальше, наверное.
Вот тут попробуем окунька помучить. Ты это... Я как Давай, давай. вот и все. Вот и все. Вот тут сейчас окунька попробуем в корягах. В прошлый раз вот нормально было. Так, ну что, Сергей Витальевич, столько резины, блин. Сейчас не знаю прям что поставить. Сейчас что-нибудь найдем. Да, все вот такого. Отводной поводок у тебя, да, смотрю? А? Вот этот попробую. Попробую вот эту. Не знаю, под резинку подойдет, нет, блин. Под джиг точнее. В заброс или чисто это? На подергивание. Подергивание, ну как бы и на дно упущу. Не знаю, червячком таким первый раз. Такого попробуем. Опа, ушел. Хватал. Сергей Витальевич хватал окунь. Вроде как хватал окунь. Не хочет, ребята, на светлые. Попробуем вот такую моторочку. Моторочка никогда не подводила, говорят. Попробуем моторочку. Моторочку кого? Червячка или личинку? Червячка. Конечно, на обсет надо сажать, ребят, но ладно. На джиге попадаем. Для окуня, конечно, тоже многовато такая штука. Но окунь здесь хороший должен быть. Посмотрим. Глубоко, Серега. Вот, все. Угу. Ну что, попробуем, да, Сергей Витальевич? Щукаря завалить. Ну, да. Давай.
глубоко. Серега взял щукаря. Серега взял. Что думаешь, как брать? Как брать? Я тоже не знаю пока, как брать. Хорошая мамка, да? Да ничего, пойдет. Возьмешь или что сам? Давай, давай. Подожди, Серега. Не спеши. Душечка. Ага, забрал? Ну вот, ребятки. Душка, да, Серега? Ну, полторашка точно. Да, вообще, смотри, проглотила, блин. Вот и джиг. Смотрите, ребят, вообще в шахте. Смотри, Серега. Ага. Не, это я не говорю, не ага. Крючок. А, крючок. Смотрите, ребята, крючочек какой-то маленький здесь. Маленький крючок. Ну, вот какой-то, знаешь, 300 лет тому назад. Да, вон свежий. Свежий, да? Вон, смотри. Ага. Охренеть. Вон, ребят, что. Да, серый, пятерку. Взяли. Блин, ну да, такая добра. Вот, ребят, что такая пиявочка взяла. Короче, не знаю, кучу резины пробовали. Вот такая штука, фиолетка сработала на джиге. Огонь. Огонь. Красава. Огонь. Не знаю, ребят, что сработало. У Сереги тут куча всякого резины. Я вообще даже не брал джиг с собой. Хотя в этом году я прям сторонник. О, блин. Покоцало немножко. Вот такой цвет, фиолетка сработала. Сейчас попробовал. На джиге, Такую не на офсете. Называется ноеби. Наеби, да? Ну, видишь? Ну давай на этот, наебем. Ну что, друзья, нормально прокатились. Хапанули на джиг щукаря. Да. Ну чё, в общем, ближе к вечеру все дела. Все хорошо. Нормально, ребят, потягал. Вот просто, ребята, ну столько перестановок делал я, конечно, вообще. Я столько поменял. Я знал, что подсковой возьмет щука, и так и получилось. Бам, есть. Ну такая хорошенькая щука. Все, что, будем ждать вечера, будем ждать Надима. Пошел дождик моросить опять, зараза. Ну да ладно.